Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Начнем с якутских. В прошлую отправку не удалось посадить белую бородатенькую собачулю. Да, ее привезли в аэропорт, но не сложилось. Так бывает. Отправка там тоже бывает сложная. Не знаешь, где и на каком этапе начнутся препоны и проблемы. В общем, пришлось этой собачке возвращаться обратно на передержку. Но намечается следующий пассажир, и сегодня я прошу вашей помощи на дорогу следующим 3 хвостикам, которые также ждут вылет, которые спасены в ППЖ. Вторую собачулю, мы тоже ее показывали в прошлом ролике, ее буквально вытащили из зубов сородичей, успели спасти. И третья, серенькая собачка, без шансов выжить, лежала калачиком вдоль забора, ни на что не рассчитывая. Мы успели и ее вытащить, но она уже простужена, потому что в будку ей зайти никто не даст. Будки занимают сильные сородичи, а слабые лежат просто на уже замерзшей земле. Поэтому, конечно, простужены. Начали колоть антибиотики. Они ждут, они спасены, и надо собрать им на перелет как можно быстрее, срочно. Друзья, помогите им, помогите улететь из ада. Спасать становится все труднее. Понятно, что жизнь дорожает, но я с ужасом жду приближения холодов. Сколько их там погибнет? От нелюдей, от голода и жутких морозов под 50-60 градусов. Друзья, я не раз говорила, что мои передержки – это не бизнес. Мало того, что это адский труд, круглосуточный и без выходных, так они еще и сами спасают. Вот одна за другой приехали 2 машины из Краснодарского края. Наташа, это передержка номер 1, взяла на свое кураторство малышей. Аж 15 штук. Все они тоже смертники. Не выжить таким маленьким и слабым на помойках возле трасс и среди живодеров. А весом-то они от 2 килограмм до 8. Приехали истощенные, испуганные, но очень добрые, ласковые, социализированные, адекватные. Один малыш слепой, но настолько тоже добрый, он очень хорошо ориентируется. Посмотрите внимательно, какие они. Небольшие, скромные, для квартиры, такие компактные собачки. Они вообще идеальны в содержании. Их проще выгуливать или приучать к пеленке. Пишите мне на WhatsApp по вопросу пристройства этих малышей. Бэмби.
и Аякс приехали на операцию. Бэмби на обследовании. У нас съемка запрещена. Ага, извините. Вчера возили на прием к хирургу 2 проблемных собак в плане подготовки к операции. Вот такие расходы, помимо основных, просто опустошают карты. Вроде и не очень большие суммы, но их очень много, невидимых трат. А помощи все меньше. Кадры из Якутска рвут душу. И я не могу не просить вас о помощи. А на днях у наших питомцев прошла очередная фотосессия. У всех новеньких, недавно привезенных. Возможно, вы узнаете кого-то из недавно спасенных. Мы очень старались показать эту красоту. Красоту якутских собак. Тема корма, друзья, тоже не закрыта. Много таких расходов, о которых не говорим и не успеваем. Собираем на корм, а срочные расходы требуют оплаты. Это и отправки в семью. Например, в Европу была отправка на днях нескольких песиков. О них мы расскажем вам. Это и документы, это чипы, это обработки перед дорогой. Зевса выбрала семья. Мы готовим на ту передержку другого хвостика. И тоже дорога, снова расходы. Друзья, у каждой собаки своя особенная и страшная история. У кого-то успели вытащить дротик и остался в живых. Кто-то ел испражнения других собак и умирал от голода. Общее у всех. Эти собаки спасены от гибели. И мы в ответе за них, за тех, кого спасли.
И я не устану просить вашей помощи, потому что ваша помощь – это спасенные жизни. Это жизнь.